Новость о вчерашнем убийстве 13-летнего мальчика в жилом массиве Мурас-Ордо на окраине столицы потрясла общественность. Причем правоохранительные органы подозревают родного брата погибшего. На это указывают все улики. Погибший болел эпилепсией. В день случившегося его родители уехали на работу, а за ним присматривал его старший брат 2004 года рождения. Между братьями произошла ссора. В итоге от удара ножа младший брат скончался, не приходя в сознание, а старший находится под стражей. Среди камышей возле территории ЦС был задержан убегающий от погони ААСы 2004 года рождения, после чего задержанный ААСы показал в доме, где оставил кухонный нож, который он помыл после нанесения ранений. Также были получены сведения, что между братьями в ходе словесной перепалки возник конфликт, в результате которого старший брат ААСы нанес кухонным ножом ранение младшему брату, а последний от полученной ранения скончался, не приходя в сознание. Факт зарегистрирован в ЕРПП, ведется следствие. Этот случай не единственный. Неделями ранее в городе Ош от ножевого ранения умер школьник, а двое учеников после инцидента с тяжелыми травмами поступили в больницу. Одного из них врачам не удалось спасти. Подобные преступления и конфликты участились в последние годы. Сейчас дети интернет-зависимы, становятся заложниками сетевых игр. Причем таких, где герои жестоко расправляются с врагами, убивают друг друга. Виноваты и родители тоже. Дети растут в тревоге и зачастую остаются без внимания взрослых. Никто не посещает спортивные секции, курсы, потому что это дорого. А сидеть с ребенком, читать и познавать мир некогда. Все взрослые ушли в работу. Ребенка легче занять телефоном. Последствия постоянного пребывания в виртуальном пространстве могут быть весьма плачевными, рассказывает детский психолог. Прежде всего, это проблемы социализации. Подростку становится сложно реагировать адекватно на окружение. Он отдаляется от родителей, портится здоровье, частые головные боли, ухудшение зрения. Ребенок теряет интерес к настоящему. Конечно, когда такая зависимость от компьютера уже сформировалась, бороться с ней очень сложно. Нужно сначала сократить время, которое ребенок тратит на телефон и интернет, ограничивать доступ к сетевым играм, но не запрещать, увлекать его другим. Дети выпрашивают у родителей и знакомых 15-20 сомов и тратят их на компьютерные клубы. По мнению специалистов, сейчас выросло поколение, чьи родители столкнулись с проявлением социально опасных моментов. Игры порождают в детях агрессию. 60% мальчиков в подростковом возрасте, хоть раз игравшие в жестокие игры, отличаются агрессивным поведением. Дети запугивают сверстников, вступают в драку. Правоохранительные органы проводят рейды по интернет-клубам и выявляют нарушения. Есть дети, которые сутками могут играть в онлайн-игры. Несмотря на штрафы и предупреждения, подобные заведения открыты 24/7 несовершеннолетним. Проводятся профилактические работы с администраторами, с хозяевами, а также арендаторами компьютерных клубов о недопущении появления детей в ночное время, если, конечно, их не сопровождают родители. Для многих родителей компьютерные игры – палочка-выручалочка. Если ты дома, то включил, и ребенок тихо сидит за ними часами, не пристает. Но это может плохо кончиться, уверяют специалисты. Мирлан Маматалиев, Элиза Балбакова, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ.